В Акмуллинском университете состоялся круглый стол «Научно-методическое сопровождение педагогов в полилингвальной среде». В нем приняли участие представители полилингвальных школ Республики Башкортостан, а также педагоги из других регионов России – республик Саха-Якутия, Татарстана, Чувашия, Северной Осетии. Участники круглого стола выступили с докладами о развитии родного языка в условиях многоязычия, об особенностях использования интернет-ресурсов при изучении башкирского языка, об учебном плане при реализации первой модели полилингвального образования. Модератором круглого стола стал ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов. Он отметил, что университет по заданию Министерства просвещения уже 4 года плотно занимается вопросами полилингвального образования. Мы действительно видим тот опыт, который наработан в разных регионах, мы видим те проблемы, которые сегодня присутствуют у нас и в любом другом регионе. И в том числе наша одна из задач сделать так, чтобы по-настоящему полилингвальное образование стало полилингвальным, чтобы это не было просто изучение нескольких языков, чтобы и развитие родного языка, и развитие русского языка, и развитие и преподавание иностранных языков, чтобы они все шли параллельно, чтобы действительно мы могли готовить специалистов и воспитывать ребят в духе, как всегда мы говорим, касаемо патриотизма малой Родины, нашей большой страны и в целом познания мира. По заказу Министерства просвещения на базе Института стратегии развития образования разработано пособие по преподаванию родных языков в 5-9 классах. Методические рекомендации размещены в открытом доступе на сайте Федерального института родных языков, где представлены современные методики обучения родным языкам народов России. Оценена их воспроизводимость и результативность. Руководитель проекта, начальник управления образованием Центра международного сотрудничества Министерства просвещения России Елизавета Хамраева дала методические рекомендации по преподаванию родных языков. Мы сегодня представляем очень интересные методические рекомендации, созданные специально для учителей родных языков, включающие в себя интерактивные компоненты, игры. И самое главное, что это сделано для учителей 5-9 классов, потому что это тот период, когда подростки особенно активно теряют родной язык, находясь в сфере обучения на другом языке. И именно поэтому здесь вот в этот период времени нужны консервирующие такие методики, консервирующие и развивающие, сохраняющие родной язык, приумножающие его и приводящие его вот в некоторое такое функциональное равновесие, для того, чтобы родным языком можно было пользоваться не только, чтобы читать там художественную литературу, или там раз в год где-то петь песни народные, да, для того, чтобы пользоваться языком в своей жизни, чтобы понимать, как ту или иную мысль высказать средствами этого языка, как доказать свое мнение средствами данного языка. Ну а самое главное, как рассказать об этом и, может быть, заразить еще кого-то идеей изучения родного языка. Значительную методическую помощь в разработке пособия оказали преподаватели факультета башкирской филологии Акмуллинского университета. Особый интерес представил тот момент, когда практики наши учителя, преподаватели полилингвальных школ представили свой опыт работы. Например, учителя из 23-й школы города Стерлитамак рассказали о своем опыте, о своей разработке по ведению работы в полилингвальной среде. Аудитория методических материалов – это не только дети и учителя, но и родители, которые тоже являются одними из главных участников образовательного процесса. Как отмечают руководители, проект уникален и не имеет аналогов. Осуществлена первая попытка сделать методические рекомендации на русском языке с целью объединения опыта преподавания родных языков в разных регионах Российской Федерации. Сегодня мы обсуждаем очень важные вопросы, потому что мы понимаем важность изучения родных языков, важность этнокультурной составляющей в общеобразовательных организациях в части изучения своей культуры, своего родного языка, своего прошлого. Но очень важно методическое обеспечение. И сегодня мы сделали такой большой очень шаг, потому что очень много говорим о полилингвальном, о билингвальном образовании, но каждый регион, который реализовывал полилингвальную систему образования в своих школах, двигался по своей собственной траектории. И сегодня, наконец-то, мы вот сегодня обсудили методику
как раз методическое обеспечение полилингвального образования. И если мы говорили, что, предположим, в Башкортостане, да, есть некая методика, но она на башкирском языке, в Якутии на якутском языке, но нет объединяющего. Объединяющий у нас какой? Русский язык, да, который у нас является государствообразующим. И сегодня как раз мы обсуждали методическое обеспечение полилингвального образования на русском языке. То есть это подготовлено такое большое пособие, которое может использовать любой педагог в любом регионе для того, чтобы работать по этой методике в части полилингвального образования. Я думаю, что мы дальше будем продвигаться в этой части. И следующее уже у нас будет совещание. Но вот сегодня мы говорили про Якутию, поэтому я так думаю, что в этом направлении мы так очень активно двигаемся и будем дальше помогать нашим педагогам и нашим субъектам реализовывать как раз полилингвальное образование, билингвальное образование, вообще изучение родных языков в системе общего образования.